بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Иста'ину биллахи васпиру инналь арда лиллахи юрисуха ман яша'у мин ибадих валь акибату лиль муттакин». Просите помощи у Аллаха и терпите. Воистину земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает. И благой конец уготован богобоязненным. В этом аяте, в первую очередь, мы должны понять, что в наших делах поклонение Аллаху Азза ва Джаль в первую очередь, и когда мы проживаем нашу жизнь на этой земле, мы всегда должны просить помощи у Аллаха Азза ва Джаль в благих делах, чтобы Аллах Азза ва Джаль дал нам помощь от себя и облегчил этот путь. И просьба помощи у Аллаха Азза ва Джаль включает в себя три вещи. Первое – это полноценное подчинение и покорность Всевышнему Аллаху. Второе – это чтобы ты был уверен в Аллахе Азза ва Джаль, чтобы ты доверился Всевышнему Аллаху Азза ва Джаль. И третье – это чтобы ты полагался на Аллаха Азза ва Джаль. То есть эти три вещи должны включать в себя в просьбе помощи у Аллаха Азза ва Джаль. То есть раб, чтобы его просьба помощи Аллаха была полноценной, должны включать в себя вот эти три вещи. И именно просьба помощи у кого-либо таким образом не может быть обращена никому, кроме как Аллаху Азза ва Джаль. И если человек будет просить помощи таким образом у кого-либо, кроме Аллаха, включая в себя эти три вещи, то он совершает многобожие по отношению к Аллаху Азза ва Джаль. И поэтому мы также должны понять, что самое важное в нашей жизни, особенно в это время смут и прихотей, мы более нуждаемся в помощи от Аллаха Азза ва Джаль, чтобы Он нас укрепил на этой дороге, чтобы Он помог нам пройти этот путь, этот земной путь. И поэтому, как мы знаем, именно вот это наше время смут и время соблазнов, то есть время, когда дьяволы из числа людей проявляют больше своей корысти, больше обмана по отношению к верующим людям, чем даже дьяволы из числа джиннов. И также те, которые следуют Иблису, они как можно сильнее стараются сбивать людей от их религии, от их целомудрия и от их благонравия. И поэтому любой разумный человек, разумный верующий человек, он нуждается в помощи от Аллаха Азза ва Джаль. И поэтому без помощи Аллаха Азза ва Джаль мы не сможем уделить правильное отношение к Аллаху Азза ва Джаль. И также из того, что просить помощи у Аллаха Азза ва Джаль, является побольше делать дуа Аллаху Азза ва Джаль, просить Его особенно о благом конце, чтобы у верующим был благой конец. И поэтому, и так же, как в этом аяте Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал, то есть просите помощи у Аллаха и терпите. Имеется в виду, когда вы проходите этот путь, этот жизненный путь, просите помощи у Аллаха Азза ва Джаль и также будьте терпеливыми. Просите помощь и терпение у Аллаха Азза ва Джаль. То есть, когда мы будем проходить этот жизненный путь, по-любому будут разные трудности, разные трудности нас будут настигать. И чтобы пройти этот путь правильно, нам нужна помощь от Аллаха Азза ва Джаль и терпение. И поэтому именно тот человек, который будет стоять на истине, терпя все беды, которые его постигают, то есть Аллах Азза ва Джаль поэтому говорит, Всевышний Аллах дарует эту землю тем из своих рабов, кому Он пожелает. То есть те рабы, которые просят помощи у Аллаха, те рабы, которые терпеливы на этом пути, Аллах Азза ва Джаль даст наследие эту землю именно верующим людям. Или же у них будет благой конец. То есть благой конец в любом случае ожидает верующих людей. И также, как говорил шейх аль-Ислам ибн Таймия, если раб
достигнет помощи от Аллаха Аззаваджаль должным образом, именно прося у него правильного пути, истинного пути, прося у Аллаха Аззаваджаль, то есть делая дуа, то есть показывая ему, что он нуждается в нем, то Аллах Аззаваджаль, то есть без сомнения, направит его на истину и на правильный путь. И когда верующий человек поймет, что он действительно нуждается в Аллахе Аззаваджаль, и если он покажет это Господу, что он нуждается в нем, то Аллах Аззаваджаль, и также, что все благо находится в руках Аллаха Аззаваджаль, то он воспитает себя таким образом, что он не нуждается в созданиях Аллаха. То есть он полагается только на Аллаха Аззаваджаль. Он ищет убежище только у Аллаха Аззаваджаль. И поэтому ему бывает достаточно Всевышнего Аллаха Аззаваджаль. Имам Ибн Аль-Кайим говорил, нету спасения от козней шайтана, человеку нету спасения от козней шайтана, кроме как, если верующий человек будет просить постоянно у Аллаха помощи, чтобы он помог ему преодолеть вот эти прихоти, которые научает ему шайтан. И также, если он не будет делать причины, то есть просить помощи у Аллаха Аззаваджаль, вместе с этим делая причины, чтобы Аллах тебе ответил на твое дуа. То есть это, как мы знаем, поклонение Аллаху Аззаваджаль. И самый лучший, который может достичь помощи Аллаха Аззаваджаль, это тот, который будет больше и искренне поклоняться Аллаху Аззаваджаль. И поэтому мы должны понять, что то есть верующему человеку, ему не остается ничего, как когда он прибегает к помощи Аллаху Аззаваджаль, то есть единственный путь, который может его спасти от этих мирских вещей, от прихотей, земных прихотей, от соблазнов, это чтобы он просил помощи у Аллаха и полагался на него. И как сказал поэт, «Ида лям якун аунан мин Аллахи лилфата, фааввалу ма янджи алейхи ичтихадуху». Если юноше не будет помощи от Аллаха Аззаваджаль, то первый, кто сделает преступление по отношению к нему, это будет его усердие. То есть твое усердие не поможет тебе, если тебе Аллах Аззаваджаль не будет помогать в этом. То есть просто, если человек будет полагаться только на одно свое усердие, этого ему недостаточно. То есть он всегда должен, какое бы сильное у него усердие не было, должен всегда просить помощи у Аллаха Аззаваджаль. И как мы до этого мы приводили аят из Корана о тех, которые более оправданы в милости Аллаха, это были те, которые уверовали Аллаха Аззаваджаль, сделали хиджру и сражались на пути Аллаха. То есть после этого уляйка ярджуна рахмат Аллах. Поистине эти люди желают милости Аллаха Аззаваджаль. То есть они достойны милости Аллаха Аззаваджаль. И шейх аль-Ислам ибн Таймия также говорил, что раб, он нуждается во все времена, нуждается в помощи от Аллаха Аззаваджаль, в поклонении Ему, в поклонении Аллаху Аззаваджаль, и также, чтобы его сердце было крепким то есть на пути Аллаха Аззаваджаль, на истине. И как мы знаем, пророк, алейхиссалату вассалам, самая частая дуа, которую он делал, «Я мукаллибаль кулуб, тhabбит кальби аля диник». О тот, который поворачивает сердца, укрепи мое сердце на своей религии, говорил пророк, алейхиссалату вассалам. И также просьба помощи у Аллаха Аззаваджаль то есть помощь от Аллаха Аззаваджаль, мы нуждаемся в помощи от Аллаха Аззаваджаль именно в трех вещах. Первое это когда мы подчиняемся Аллаху Аззаваджаль, подчинение Аллаху Аззаваджаль. Второе это в том, когда мы отдаляемся от того, что Он запретил нам. И третье это то, что Аллах предопределил тебе. То, что Аллах тебе предопределил. Ты должен найти помощь у Аллаха Аззаваджаль. То есть, если Аллах Аззаваджаль сделал какое-то предопределение, что, например, что Он тебя испытает разными испытаниями, то есть ты должен понять что все это от Аллаха Аззаваджаль и просить помощи у Аллаха Аззаваджаль, чтобы Он укрепил тебя на этом пути, чтобы Всевышний Аллах Аззаваджаль помог тебе в этом.
И как пророк, алейхиссалату вассалам, как пришло в одном из его хадисов, пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Та'аввазу биллахи миналь фитани ма захара минха ва ма батан». То есть просите помощи у Аллаха азза ва джаль, прибегайте к помощи и защите Аллаха азза ва джаль от тех смут, которые являются явными, и тех смут, которые являются скрытыми, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. И как мы знаем, дуа, которые из азкаров, которые каждое утро мы делаем: «Я хайю, я кайюм, бирахматика астагифу, аслих ли ша'ни куллаху, ва ла такильни иля нафси тарфата айн». Я хайю, я кайюм, о тот, который, о живой, о вседержитель. Ищу спасения Твоего, милосердия. Приведи же в порядок все мои дела и не вверяй меня душе моей и ни на секунду. То есть даже не на мгновение. То есть мы всегда должны просить Аллаха азза ва джаль, чтобы Он всегда помогал нам, то есть всегда просить Его милосердия для нас. И также пророк, алейхиссалату вассалам, в другом хадисе, то есть после того, как мы просили помощь у Аллаха азза ва джаль, и после этого мы также нуждаемся в терпении. В терпении, как мы уже сказали, в тех бедах, которые нас настигают. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорил: «Ва'лям анна фи сабри аля ма такраху хайран кафира». Знай в терпении, в том, что ты не желаешь, то есть в тех бедах, которые ты не хочешь и не желаешь, однако они тебя постигают, в этом и есть большое благо, говорил пророк, алейхиссалату вассалам. «Ва'лям анна насра ма'а сабри». И знай, поистине помощь приходит после того, как ты будешь терпеливым. То есть после терпения приходит помощь. «Уанна аль-фараджа ма'аль карб». Поистине облегчение приходит после трудностей, говорил пророк, алейхиссалату вассалам. «Уанна ма'аль усри юсра». И поистине после трудностей наступает облегчение. То есть верующему человеку, му'мину, который, то есть искренне верит в Аллаха азза ва джаль, в любом случае, будь это в этом мире или же в мире вечном, он в итоге получает благой конец. Это является облегчением ему. То есть Аллах азза ва джаль может некоторым из своих рабов дать облегчение в этом мире, то есть после всех этих бед, дав ему, например, как сказано в этом аяте, который мы прочитали в начале, как Аллах азза ва джаль дает им земли, как Аллах азза ва джаль дает им свободу. Или же Аллах азза ва джаль, если он будет стоять на истине, Аллах заберет его душу, и после этого его ожидает самый благой конец, его ожидают райские сады шириной небес и земли. И поэтому во всех наших делах мы всегда должны просить помощи у Аллаха азза ва джаль, помощи и быть терпеливыми на его пути. И как мы читаем на каждом намазе несколько раз суре Аль-Фатиха: «Ияка на'абуду ва ияка наста'ин». О Аллах, поистине мы Тебе поклоняемся и мы просим помощи у Тебя. То есть вместе с тем, что мы поклоняемся Аллаху азза ва джаль, сразу же мы просим помощи у Аллаха азза ва джаль, чтобы Он укрепил нас на истине. И пусть Всевышний Аллах азза ва джаль укрепит нас на истине, пусть Всевышний Аллах азза ва джаль укрепит наши сердца на своей религии. Ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад, вальхамду лиллахи раббил аламин.